Видео предоставлено школой номер 3. Бабушка, привет, как дела? Тина, отстань, пожалуйста. Так, пойдем. И что это за отношение к ребенку? Где В ты это смысле? время был? В смысле? Где был? Я пошел Где? 24/7. Где был? Работаю я. Я дома сижу, за А что ребенком ты делаешь? смотрю. Ты можешь ты хотя бы что что-нибудь делаешь? приготовить? А ты что делаешь? Я работаю. А где доход? Хочу обеспечить ей достойное будущее. Где Работаю, доход? пошел 24/7. Хватит орать, ты такой же больной, как твоя мать. В смысле моя мать? Не трогай мою мать! Достал уже. Не трогай мою мать! Начал избивать муж после нескольких месяцев после свадьбы. Я все терпела на протяжении 4 лет. Я думала, проблема во мне и пыталась сохранить этот брак. Но вспоминаю момент, когда он душил меня из-за того, что я не приготовила ужин. Мне было стыдно перед родственниками, и поэтому я не жаловалась. Но потом за меня заступились родные. Сейчас это следствие, и мой муж полностью отрицает вину. Есть статья 3, пункт 4 Семейный кодекс Крымской Республики запрещает гендерная дискриминация в семейных отношениях. Я знаю закон, но я не знала, куда мне обратиться. Есть лига защиты. В каждом районе города Бишкек есть социальная защита, есть телефоны доверия. Буду больше об этом говорить, чтобы пострадавшие знали, куда обращаться. Закон против домашнего насилия в Кыргызстане – один из наиболее прогрессивных на постсоветском пространстве. Сообщая правоохранительные органы, о насилии может не только жертва, но и свидетели. После принятия в Кыргызстане закона об охране от семейного насилия обеспечить реальную защиту жертв так и не удалось. И зачастую самым опасным местом становится собственный дом. В стране действует 14 неправительственных кризисных центров. Только в 2 из них есть убежища – в кризисном центре Сезим в Бишкеке и Акджурек-Баше. Но о них мало кому известно –